Если бы сегодня была бы та же самая ситуация на территории Абхазии, вы воевали бы еще раз и ваши братья против грузинов? Я скажу откровенно, я нет. Я нет, потому что то, что я сейчас, ту вакханалию, которую я вижу в Абхазии, я воевал не за это. У нас были совершенно другие идеи. Понятно. Вопрос был, вы и ваши братья сегодня, если случилось то же самое, вы воевали против грузинов, да или нет? Я отвечаю, за себя отвечаю. Я бы не воевал. Понятно. Сегодня. Если завтра это произойдет, я туда воевать не поеду. Однозначно. Что вы скажете, например, абхазам сегодня, лучше быть независимыми, в тех рамках, в которых они сегодня живут, или быть в составе Грузии? У Абхазии нет независимости. Они попали в Российскую империю, из которой мы пытаемся выбраться. И ответь. Мы пытаемся выбраться, в общем, оттуда. Опа, извините. Хорошо. Да, ему звонят, Ика. Ика, не пасухос боло კითხვას და მე ჩავალ, კარგი? ტელეფონმა დავურეკა. ბოდიში ქვევით მივმართავ, ვახო level თუ აქ ახარ, თხოვ запроси მიეცი რა. Извините. Да, ничего. У них нет экономики, у них нет государства, у них нет независимости. То, что у них творится, в моем понимании, полная вакханалия. За эти 34 года так называемой независимости они не смогли построить государство. У них демографические проблемы еще сверху. И я считаю, что единственным выходом из той катастрофической ситуации, в которую попала сегодня Абхазия, это договориться с Грузией. На каких условиях, это уже ваш вопрос. Федерация, конфедерация. Ну, смотрите, Ибрагим, это понятно, ваше мнение понятно. Хотя вы военный, который принимали участие в этом конфликте. Сегодня вы видите Абхазию независимой или в составе Грузии? Прошу вас, короткий ответ я веду. Я сегодня вижу Абхазию только в составе Грузии. На каких условиях, это второй Я вопрос. вас покидаю на этой ноте. Ибрагим, дай Бог вам здоровья, хотя мы враги, но врагов тоже надо уважать. Ика, малоба, вак джирордат. Таргат. До свидания, Ливан. До свидания. Ибрагим, сейчас я подниму Альдону. Слабый пол тоже не будем обижать, но пока подниму Альдону, хотел у вас спросить вот ваши взгляды. Понятно, что война началась 14 августа 1992 года, но до войны были волнения. И мне интересен ваш взгляд. Вот, как вы видели тогда и как вы думаете сейчас? Вот, чего не хватало абхазам? Что им нужно было? Насколько я знаю, у них была автономия, как бы был абхазский университет, абхазскому языку ничего не угрожало, работали абхазские школы, было абхазское телевидение, ну все атрибутика, чтобы сохранить свою идентичность, было у абхазов. Чего им не хватало и что вызывало у них волнение? Вот на тот момент ваши взгляды, что вы видели со стороны? Вот как третье лицо мне интересно. Ну, я видел, что абхазы, вот точно так же, как вы сейчас сказали, считают, что и считали тогда, что их идентичности, ихнему языку угрожают со стороны Грузии. Они были в этом убеждены. Абхазский госуниверситет, настолько я помню, тогда должен был перейти на грузинский язык.
Потом население грузинское, которое жило на территории Абхазии, уже по численности доминировало. Они считали, что основные должности побережья полностью заняты грузинами, а абхазы оттеснены туда выше в горы, что они живут только в селах, и у них нет права спуститься на побережье где-нибудь, в общем, получить какую-нибудь будку, чтобы там кофе варить или еще что-нибудь. То есть они считали, что идет полное доминирование грузинского населения, что идет давление со стороны Грузии. Тогда именно вот эта пропаганда, которая тогда была, именно вот этот страх, в общем, абхазы начали наводить давно забытые связи со своими родственниками на Северном Кавказе. Я первый раз в Абхазию попал только в 90-м году. Я уже говорил, что в 89-м году я смотрел на эти события в новостях и не мог понять, что не могут поделить грузины в Сухуми. Поэтому точно такая же ситуация была у нас на Северном Кавказе, и мы их, в принципе, не то что поняли, а прочувствовали. Потому что угроза со стороны России, нашей идентичности, языка, культуры, это было все реально тогда. Понятненько. Альдона, здравствуйте, Альдона. Добрый вечер, господа. Батону Ибрагим, очень приятно с вами общаться. У меня тут один вопрос. В основном вы ответили уже на мои вопросы, которые у меня были подготовлены. Вот абхазская сторона принципиально отказывается от Грузии, диалога с Грузией, ссылаясь на прошлые трагедии. Но почему-то эта принципиальность исчезает, когда речь идет о России, стране, чья история с Кавказом была куда более кровавой. Вот почему вот это вот так? Как вы думаете? Я знаю точно. Сейчас они поняли, они знали, в принципе, что такое Россия, но проблема была совершенно в другом. Вы знаете, в Абхазии после войны было одно волшебное слово. Оно называлось «занято». Это слово можно было написать мелом на каком-нибудь заборе, и это становилось фактом или документом. Сейчас, откровенно говоря, абхазское общество в этих условиях не развивается. Они вырождаются в прямом смысле этого слова. У них нет рождаемости, у них гибнут в автоавариях от наркотиков, от алкоголизма, и у них нет перспективы. Я это вижу своими глазами. Но они упорно считают себя союзниками России. Я даже от одного своего бывшего товарища слышал такую фразу: вот сейчас Россия воюет в Украине со всем миром, а мы в свое время, в 92-м году, тоже воевали со всем миром. И вы знаете, их больше всего беспокоит не то, что многие абхазы видят, что происходит в Грузии. Они туда приезжают, они лечатся, они торгуют. И я думаю, что торговый оборот со стороны Грузии значительно превышает, чем тот оборот, который со стороны Сочи. Я в этом уверен. Потому что вижу, что там творится. Видел, точнее, я очень давно там не был. Видел, что творилось на этой границе. И они сейчас эту истерику поддерживают по нескольким фактам. Во-первых, у многих абхазских лидеров никакого капитала, ни ума, ни фантазии, ни образования, кроме этой войны, больше нет. Если они сейчас признают, что союз с Россией и то, что и как они относятся к России, было ошибочной, они просто перечеркнут свою жизнь. Ничего у них, кроме этой войны, больше нету. Во-вторых,
Если они сейчас поменяют вот эту истеричную политику в отношении Грузии и начнут договариваться, а все равно придется, потому что эпоха России уже прошла, все равно придется, то возникает вопрос, что делать вот с тем имуществом, которое грузинские беженцы оставили в Абхазии и было занято кем-то. По международным законам, по правам человека, по правам по частной собственности на землю, что-то придется кому-то и отдавать. Какие-то беженцы должны вернуться. Это очень тяжелый, сложный вопрос. Сейчас однозначно это обсуждать будет очень сложно, но тем не менее когда-нибудь, в общем, придется. И вот то, что что-то придется отдавать, ну, скажем так, нажитое непосильным трудом добро, их очень тяготит. Для них это большая проблема. Ну, а то, что постепенно Абхазия становится не просто Россией, а Арменией, это факт, который они видят. И вот в этой сложнейшей ситуации, когда они распродали практически все, что могли распродать, заняли и разграбили все, что они могли занять и разграбить, и попав вот в эту зависимость, когда сыр обычно бесплатно бывает только в мышеловке. И то, что Россия помогала Абхазии, так сказать, это был сыром в мышеловке, куда они уже попали. И она захлопывается, в общем, к сожалению. Единственным спасением для Абхазии является Грузия. Даже мы не сможем им ничем помочь, ни северокавказские народы, потому что мы бессильны перед Россией. А угроза сейчас, в общем, идет со стороны России. Я, например, реально вижу, что Россия пытается отдать Абхазию Армении как компенсацию за Карабах. Поэтому это очень сложный вопрос. Огромное спасибо вам за ответ. Вы очень так ответили. У меня был еще другой вопрос, но вы тоже ответили на это. В общем, однозначно для абхазов Грузия не является угрозой, и это шанс для них для самовыживания, да? Да, я считаю, что именно Грузия сейчас является шансом для абхазов уцелеть вот в той тяжелейшей ситуации, в которую они попали сегодня. Огромное спасибо и удачного эфира, ребята. Ибрагим, я отдалюсь от нашей темы. У меня такой вопрос возник. Кто такие черкесы? Ну, черкесы – это этническая группа на Северном Кавказе. Туда входят две этнические группы – это адыга и абаза. Адыги – это эти шапсуги, бжедуги, бесланеевцы, камиргоевцы, жанеевцы, их много перечислить можно. К категории абаза относятся абазины, которые живут на Северном Кавказе, и абхазы, которые живут на побережье Черного моря. Апсуа – это те же абазы, которые живут у Псы. Псы – это вода. А те, в общем, абазины, которые живут в горах и на Северном Кавказе, ну, вот все эти общности еще делятся на другие мелкие. Между этими двумя сообществами есть, в общем, переходный, скажем так, народ, которых могут отнести и к тем, и к другим. Это убыхи. Это как раз, они частично являются и адыгами, и частично являются абхазами. Это переходный период. Вот если взять язык, а язык является архивом и орудием идентичности для любого народа, начиная с Кабарды, если делать крюк вдоль хребта, в общем, хребет всегда делил на две части все кавказские народы, это была серьезная, в общем, преграда, то соседи могли разговаривать между собой, их язык немного трансформировался, но это была одна адыго-абхазская языковая группа. Например, кабардинцы легко говорят с бжедугами,
бжедуги хорошо разговаривают с шапсугами и так далее. А вот кабардинцы с шапсугами уже очень тяжело. А вот с абхазами уже совершенно другой язык. Они друг друга не понимают. Я И вас вот, понял. вот эта вся группа у нас являются черкесами. Объединяет. Территория Абхазии, я считаю, она является этнически черкесской, но государственно она принадлежит Грузии. Это черкесская территория внутри грузинской государственности, в моем понимании. Значит, слово черкес – это объединяющие разные этносы в одно целое. Как вот слово грузин объединяет Мингрела, Да. Свана и Карта, точно так же слово черкес объединяет разные Да. родственные этносы. Так и есть. Вот у меня, например, линия отца Абаза, Еган или Маган по-абхазски, а линия матери именно адыгская, Догуж. Или Тохуж в Кабарде. Понятно. Миша Гагра, запрос пошли, ты просил, не вижу. Миша Гагра, не вижу твой запрос. Значит, Так, Ираклий, я не вижу себя. Вы меня видите? нет, мы видим вашу фотографию только. А почему? Не знаю. У вас там маленькая камера, должно быть, на нее Да, нажмете. я вижу, он у меня работает. Вот сейчас у меня, вот я еще раз, в общем, включил, но ее нету. Сейчас попробую. Что-то не включается. Что-то пишет, подождите 45 секунд. Должно включиться через 45 Надо по секунд. новой зайти, скорее всего. Даже не знаю, в чем проблема. Надо выйти и зайти обратно. Давайте попробуем так. Давайте. Во. Ну. Сейчас вас видно. Только вас сбоку видно, вам надо будет телефон развернуть. Да, Поставить ровно поставьте телефон. Вот так. Во. Так, Во. слышно меня? Да, и слышно лучше, и видно вас. Вот Миша Гагра, вот. Есть еще человек с вопросами. Добрый вечер. Ираклий Букия, зрителям. И господин Яганов, вот знаете что, сейчас я про войну не буду спрашивать, я много ваших интервью слушал, и вот прекрасно понимаю, что вы вот 30 лет назад, да, с лишним, не за сегодняшнюю Абхазию воевали. То есть сегодня в Абхазии совсем другая ситуация, не то, что вы ожидали просто увидеть. Да? Абхазия для вас была таким окошком в современный мир. Да? Вы думали тогда, что оно станет независимым, и через Абхазию черкесский народ тоже себе завоюет независимость, так скажем. То есть вы, как я понимаю, за идею от Черкесии, свободной Черкесии там и так далее. Смотрите, вот как вы думаете, что надо вот сегодня сделать в Абхазии, то есть в какую сторону идти, какие-то конкретные шаги, чтобы вот как-то... В общем, соединили. Поэтому я считаю, что единственным выходом на сегодняшний день абхазов, вот в той ситуации, в которой они сейчас находятся, у них какая-то вакханалия творится, могут спасти только грузины. Это мое мнение. Только Грузия может им помочь. Мы уже не можем, потому что мы под жестким прессом Российской империи. Любое слово, которое не нравится империалистам, становится приговором.
о какой общественной или какой-то деятельности можно говорить на Северном Кавказе, когда слово «миру мир» становится уже административным наказанием, а если 3 раза уже уголовное. Поэтому для Абхазии единственным выходом на сегодняшний день является только договориться с Грузией. А Грузия сегодня совершенно другая, чем была до 92 года. Это я вижу своими глазами. Конечно, да. Вот сегодня буквально видел, как в так называемом посольстве России в Абхазии абхазов вот принуждали, давая им гражданство российское, принуждали говорить клятву на российской конституции. Прямо видео есть, несколько человек специально их сняли, чтобы они вот так публично давали клятву на Конституции Российской Федерации, когда они получали российские паспорта. Ну, о какой независимости можно говорить, если тебе всучили чужой паспорт? Конечно. Там еще другая проблема очень. Вот абхазы очень боятся. Вот сейчас у кого российские паспорта, они даже жалеют об этом, что они взяли российский паспорт. Как мы знаем, допустим, кто не согласен с политикой Москвы, ну возьмем, например, депутат Канкварчия. Такой здоровый человек, у него там еще амбалом называют. Он прямо говорит, что недоволен этой политикой российской, и отняли у него российский паспорт и внесли в список иноагентов. Да. И многие абхазы сейчас боятся, что они просто останутся ни с чем, ни с какими документами, хотя у них есть прекрасная альтернатива, грузинский паспорт, с помощью которого они могут путешествовать по всему миру свободно, без каких-то проблем. И смотрите, они еще очень боятся, что будут их забирать в Украину на войну. Я в курсе всего, я это знаю. Я общаюсь со своими друзьями, с кем воевал, и я в курсе всего этого. Так что, не знаю, вот мы полностью открыты, вот вы тоже, да, у нас, мы были на разные стороны в этом конфликте, но время прошло, и мы пришли к какому-то одному разумному мнению, да, что лучше, вот ни вы, ни грузины для абхазов плохого не хотят. Это мы уже много раз доказывали, так что сейчас выбор перед абхазами тоже, да, они что хотят. Вообще раствориться, как, допустим, у Бихи, да, чтобы через лет 20-30 остался последний человек, который будет на абхазском говорить. Или стать членом современного государства, который будет процветать и который принесет только добро. На взаимно приемлемых. Конечно. Где будут учитаны все желания всех сторон. Есть одна проблема, скажем так. Сегодня Россия еще сильна. И давление России как на Абхазию, так и на северокавказские народы очень существенное. Практически поменять вот эту политику они не могут, особенно на уровне властей. Потому что от так называемого президента Абхазии даже пуха не останется. Конечно. Его абхазы не выбирали, он назначен Москвой. Эти выборы практически являются каким-то спецоперацией для того, чтобы как-то ввести в демократические рамки то решение, которое принято в Кремле. Поэтому сегодня я точно знаю, что очень многие абхазы думают об этом. Они смотрят в Грузию. Я об этом говорил еще аж в 2012 году, что молодежь сейчас смотрит в сторону Грузии, что там происходит. А в Грузии довольно-таки серьезные, в общем, изменения и в плане политики, экономики. Она намного перспективнее, привлекательнее сейчас, чем Россия. Они это видят. Но, к сожалению, там стоит российская армия, и это очень серьезный аргумент.
И сейчас вот так просто взять и поменять ту политику, которую они сейчас, вот эту истерику, которую они сейчас там ведут, это сложновато. Но придет время, когда империя начнет разваливаться, когда эпоха русских пройдет, я думаю, там все кардинально изменится. Вот и последнее заключение такое скажу, не вопрос. Вот, господин Яганов, смотрите, вы были 30 лет назад, взяли оружие, помогали абхазам. И абхазам я это тоже часто говорю, что скоро придет время, когда грузины, абхазы и черкесы тоже возьмут в руки оружие и будут вместе воевать там или против России, или отстаивать свои права и территориальную целостность. Но мы все объединимся и пойдем против общего врага. Будем защищать свой народ, свою культуру. Я сейчас уже этим занимаюсь. Да, я знаю вашу историю. Это цель моей, остатков моей жизни, скажем так. Да. Всю оставшуюся жизнь я бы хочу посвятить этому. Именно объединению Кавказа против Российской империи. Так что, абхазы, вы не одни, поможем вам, и все будет хорошо. Я в этом уверен. О, здравствуйте. А, это не Гоша, я думал, это Гоша. Ну, если подняла, тоже из Абхазии. Ну, слушаем вас. Давайте, очень хорошо. Слушайте, я хотел узнать, уважаемый Яганов Ибрагим, меня зовут Темури Кецбая, я из Абхазии. Вообще. Такой вопрос. А в Грузии президента выбирали, интересно, грузины? Я точно знаю, что Михаила Саакашвили избрали грузины. Я какой вопрос задал, вы слышали? Президента Грузии? Да, я сейчас, который имею в виду, существует. Ага. Ну? Думаю, что да, грузины. Вот, правильно. В отличие от Абхазии, там есть реальные выборы. А вот еще такой вопрос, уважаемый Яганов Ибрагим. А абхазы, они вообще к грузинам близки? Или они близки к черкесам, кабардинцам? Я точно знаю, что абхазы особо последнее время не считают, в общем, себя черкесами, но в моем понимании абхазы – это часть черкесского этноса. То есть ответ какой? Абхазы – это черкесы. Смотрите, вопрос другой. На кого абхазы больше похожи? На грузин или на черкес? Подожди, слушай, дай ему задам вопрос нормально. Яганов, уважаемый Яганов Ибрагим, а абхазы, получается, что они к грузинам по языку никакого отношения не имеют, правильно же? Абхазы относятся к адыгской языковой группе. Этнически по гаплогруппе абхазы относятся к черкесам. И еще такой вопрос хотел узнать. Да, можно я отвечу на вопрос? Я услышал просто. Я последние там 30 с лишним лет, 35 лет я часто бывал в Абхазии, последние 10 лет я там не был. Но один вопрос задам, это я ответ услышал, уважаемый. Я до конца отвечу на вопрос. Меня удивляло абхазское застолье. А потом я бывал в Грузии и был в грузинском застолье. Никакого отношения, например, адыгское застолье к абхазскому не имеет. А вот грузинское застолье и абхазское застолье практически идентичны. Это меня всегда удивляло. В том числе и... Я понял, вопрос еще один задам, хорошо? Уважаемый... Последний вопрос.
Ага, последнего. Когда мингрельцы заходят, им по 20 вопросов можно задавать. Абхаз зашел, 4 вопроса, все, да? Ты же тоже сказал, что Кецбаев. Что случилось, а нормально, хоть это герой Абхазии. Вот такой хороший вопрос, Яганов Ибрагим. А вот у вас вот были братья по оружию, ваши друзья, товарищи, с кем вы воевали против грузинского государства. Не народа, а грузинского государства. Это военная машина была. Такой вопрос задам. Вы их осуждаете? Вы когда-нибудь слышали, чтобы я осуждал или извинялся за эту войну? Я не слышал, я вопрос задаю. Тогда это было актуально, мы все это сделали правильно. Я так считаю. Но Я не спрашиваю тогда. 34 года. Времена изменились. Грузия изменилась. История меняется, а Абхазы нет. Вот это истерика. Вот Я это же не это истерика. спрашиваю. Подожди, да, не перебивай. Я чуть, наверное, старше тебя. Вот эта истерика сейчас против грузинского государства, вот это выражение меня убивает. Ора, Вася. Вот это надо двигаться вперед, надо расти, надо учиться, надо смотреть, что происходит в мире. А не воткнуться в этот песок, короче, на пляже и думать только о том, чтобы у тебя не забрали вот эту кофейню или гостиницу, которую вы там с горем пополам, в общем, построили. Заберут у вас все, русские заберут. Вы уже там чужие. Я хотел еще вопрос задать, если вы позволите. Давай последний вопрос. Задавай, Не задавай. надо последний. Очень много интересных вопросов. Я с ним нормально. Это наш герой. очереди. Гошу хочу поднять. Это наш герой, правильно же? Ибрагим Яганов, вы отказываетесь от звания Героя Абхазии? Слушайте, что значит отказываются? Когда? Вы где-нибудь это слышали? Ну, простой вопрос задал, слушайте, что вы Я делаете? был 3 раза ранен. Я это звание кровью и потом заслужил. И звание героя я получил во время войны после десанта на Холодную речку. Вместе с погонами подполковника. Вы Не мой вопрос... после войны, не после войны, не по заявлению. Поэтому это была моя молодость, это мой был душевный порыв, и я горжусь этим. О, Я просто спасибо говорю большое. о том, что сейчас уже времена другие. Да. Надо со временем идти в ногу. И надо сейчас менять все, что там происходит. Меня просто мучит. Иракли, Мне последний больно. вопрос задам, Иракли. Мне Иракли, больно последний то, вопрос. что я вижу в Абхазии. Вот сейчас я ему один вопрос последний задам. Хорошо, Иракли, я выхожу. Иракли, Давай. этот Ибрагим Яганов, уважаемый герой наш. Вот у меня один такой вопрос к вам. С уважением отношусь к вашим словам. Очень интересно вопросы. Вот вы сказали язык. Помните, за язык вы сказали? Ну, вылетел. Давай идем дальше. Сейчас, секундочку, извиняюсь. Господин Яганов, смотрите, все равно вот в самом начале это просто нас очень, знаете как, очень нас эта тема беспокоит. Это как-то вот связано, вот, по-моему, кабардинцы были, да, когда взяли Совмин, я знаю, это все читал, что Жиули Шартава и все грузины, которые там были, лично сдались кабардинцам в плен. Они, кабардинцы, сказали им, что их никто не будет трогать, гарантии дали безопасности, и потом что-то случилось, и их всех казнили. Просто вот я услышал, что вас там не было, там также не было и этого чеченца Басаева, как я знаю. И ну, там кто-то был, другие были. Просто вот вы как знаете, что там случилось? Просто вот вы по-любому это знаете, эту информацию. Сейчас, я думаю, время пришло, что как-то на свет вынести это, чтобы мы тоже как-то что-то, знали эту тему, потому что эта тема нас очень беспокоит. Тут и кабардинцы замешаны, и как-то у нас думают, что кабардинцы как бы отказались от своего слова. Я знаю, что это не так. Просто вот расскажите эту ситуацию, как вы знаете.
Ну, я еще раз повторюсь, это позор. Этот случай является позором для нас, кабардинцев. Они действительно сдались Муаеду Шорову, и который гарантировал им безопасность. Потом они получили приказ доставить их в Гудауту. Их доставили в Гудауту, сдали в штаб. Потом там уже кабардинцев не было. Был приказ переместить их обратно в Сухум. И вот в дороге из Гудауты в Сухум они были расстреляны. Ну, это, как мне известно, по слухам. И я не знаю, честно говоря, это очень сложный вопрос. Я могу сказать одно, если бы я там был, я бы такого не допустил бы. Я сделал бы все, чтобы... Я считаю, что это принципиально, что это является военным преступлением. Но таких подробных сведений об этом случае я не располагаю. Хорошо, там мы тоже знаем там некоторые ситуации, которые там были, там то, что Шамба подъехал, там и вот эти разговоры. Грузины сами как бы сказали кабардинцам, что мы пойдем Шамбой. Вот, как я знаю, такой там разговор был. Ну, не знаю, история все на свои места расставит. Да. Хорошо, удачи всем, до свидания. Так, следующий кто у нас? Ибрагим, давайте поговорим. Оставим уже войну. Мне кажется, исчерпывающие вопросы вы уже дали про военные действия. Поговорим о ваших взглядах после войны, если получится закопать топор войны обоим сторонам, грузинам и абхазцам. Для обоих сторон приемлемых вариантах получится что-то совместное создать. Да? Я не знаю, это будет федерация или широкая автономия в сторону Абхазии. Вот как вы видите, как возможно, вот ваши взгляды, вот что мы можем такое предложить абхазам, чтобы они согласились к совместной жизни? Много чего вы можете предложить. Вы можете предложить государство, вы можете предложить экономику, вы можете предложить систему, которая у вас есть. Ну, извините, я общался с Михаилом Саакашвили. Я считаю его своим личным другом. Ну, мы так... У нас таких больших контактов не было, ввиду того, что он очень быстро и сильно передвигался, в общем, в те времена. Но я даже в силу своих возможностей попытался изучить опыт Саакашвили. Он младше меня, но я не стесняюсь этого. И я скажу, что за эти 10 лет Саакашвили смог провести Грузию из вакханалии к правовому государству. Ну, те, кто постарше, помнит, что творилось в Грузии в этот постсоветский период. И к чему пришла Грузия в период Саакашвили. Я знаю, к нему отношение в Грузии неоднозначное, но это ваш вопрос. Мое отношение к нему такое, близкое, дружественное. Я считаю, что Саакашвили протоптал ту тропинку, по которой сможем пройти уже все мы, весь Кавказ, особенно северокавказские народы, в частности черкесы. Я могу говорить только за черкесов, я вполне откровенно скажу, что вот эта тропа, которую протоптал Саакашвили, в общем, станет и для нас тоже актуальной дорогой. Я верю, я мечтаю об этом. Правовое государство, жертвой которого стал потом и сам Саакашвили, это западные ценности, это интеграция,
Но сейчас у нас для альтернативы есть два направления для интегрирования. Это Азия и Европа. Потому что мы живем прямо на стыке Азии и Европы. Я не думаю, что кто-то мечтает об Азии. Азия – это Китай. Кто-нибудь бежит в Китай, когда у него там ситуация стала плохой? Нет, все бегут в Европу. Все хотят быть частью, в общем, Европы. И как раз вот эта концепция, я считаю, для черкесов может быть приемлемой. И у нас появится возможность, и будет очень много вариантов, чего можно предложить абхазам, но это будет после того, когда пройдет эпоха Российской империи, Россия ослабнет, и просто ее не будет ее присутствия в Абхазии. Тогда все в корне поменяется, я в этом уверен. Ибрагим, даже я тоже отвечу на тот же вопрос, который Ираклий вам задал. Давайте просто на глобальную политику сегодня посмотрим. Кто-нибудь мог представить себе 2 года назад, что Армения и Азербайджан будут подписывать какие-то договора о взаимной торговле, там, не знаю, о коридорах международных и так далее. И даже идет речь пока на уровне разговоров, что у них может снова появиться вообще единая валюта. Даже до такой степени дошла речь. Я извиняюсь, Тему, на 5 минут отлучусь. Ты веди пока. Да, хорошо, Ираклий. Соседу плохо стало, скорая приехала и просят помочь спустить человека. Очень плохо, понимаешь? Давай. Но сегодня они встречаются, Пашинян и Алиев встречаются на международных площадках, пожимают друг другу руки. Уже даже нету той дозы ненависти, которая была 2 года назад. Не то, что 2 года, даже 10 лет назад, то, что было по сравнению с сегодняшним днем, они стали уже, не знаю, дружить понемногу. Пройдет еще 10 лет, и время все лечит. И тем абхазам, которым сегодня не представляют себе совместную жизнь с грузинами, поверьте мне, это всего лишь иллюзия, что мы не сможем снова вместе жить. Да, согласен. Были разные периоды. Это не наша первая война. В нашей истории очень много противостояний было, ну тогда это было нормально. Но сейчас, в 21 веке, воюют только такие недостраны, как Россия, которые все еще думают о своем имперском прошлом. И которые не могут смириться с тем, что они не являются гегемоном на этой планете. Это у них не знаю, как синдром империализма, я так называю. В 2012 году начало войны было уже 20 лет. И мы, скажем открыто, начали пересматривать. Мы тогда абхазам сказали: уважаемые, 20 лет прошло, необходимо эту войну заканчивать. И альтернативы договариваться с Грузией просто нет. Вы должны навести контакты и договариваться с Грузией, а мы вам поможем. Это было в 2012 году. И после этого я первый раз поехал в Грузию. Мы там встречались с депутатами в правительстве, потом с Саакашвили встретились. И вот с тех пор я именно говорю о том, что эту войну надо заканчивать, надо договариваться с Грузией. О чем вы договоритесь, это ваш вопрос. Мы можем стать гарантами ваших договоренностей. Только тогда, как минимум медиаторами. Да, мы можем быть только гарантами вашего договора. А договориться должны вы сами. И это будет рано или поздно, я в этом уверен. Я тоже. Как больше времени проходит, я больше и больше в этом уверен, что мы, конечно, придем к какому-то выводу, что по отдельности нам будет гораздо хуже, чем вместе. Да, именно так. И когда ты поглощаешься такой культурой, как российской, такой огромной страной, там выжить и выстоять свою, не то что независимость, свою элементарную культуру невозможно. Вы ассимилируетесь примерно 30-40 лет, и вы ассимилируетесь полностью. Ну,
Абхазы, в Абхазии очень много, особенно мингрельских фамилий, которые ассимилированы, которые уже стали абхазами. Я лично не знаю ни одной абхазской фамилии, которая стала грузинской. Может быть, есть. Нет, есть. Такие случаи. Это работало в обе стороны, но преимущественно, конечно, в абхазскую сторону. Да. И вот, как вы говорили, войны были, драки были, все было. И с Грузией, Абхазом были шансы немножко и подраться, и повоевать, и какие-то ассимиляционные провести. Вот война началась, и вроде они победили. Никаких шансов в этом направлении с Россией у абхазов нет. Только полная ассимиляция и уничтожение. А эту территорию Россия уже выкупила. Они думали, что... Гарантом их культуры являемся мы. Да, Только мы можем сохранить их культуру. Да, они думали, что Россия им помогает. Нет, это был сыр в мышеловке, в которую они попали. И выбраться оттуда может только им помочь Грузия. Потому что у Грузии есть такие международные права. Согласно международному законодательству, территория Абхазии считается грузинской оккупированной территорией. Подтверждена несколькими резолюциями. Согласно тому же законодательству, все нормативные акты, принятые после 1992 года, считаются ничтожными. И это именно это является единственным выходом для абхазов. Потому что имущество практически выкуплено россиянами и армянами тоже. Ираклий, очень рвется в эфир Гоша Маланя. Я не вижу. Если он для тебя приемлемый. Вот, вижу. Гоша, если ты хочешь подняться, кидай запрос. Хочу извиниться, просто соседу стало плохо и пришлось помочь скорой спустить его вниз. Хорошо, Ираклий, я должен уже выходить. Вот, поднялся Гоша. Здравствуйте, Ираклий, Хасенбеевич, саламу алейкум. Чату, всем остальным, всем привет. Здесь много вопросов задето, это не моя инициатива, люди просят, а людям мы не привыкли отказывать, мы готовы на любой платформе, говорит, в принципе. Вы затронули очень много тем, я не хочу военные темы затрагивать, есть будущее, можно поговорить о будущем и о лицемерии. Если есть такая возможность, если не против. Я затрону тему, которую для грузинского и абхазского общества, здесь поднимался Ливан, никто никого не награждал, никаких российских военных. Виталий Вольф был награжден, он был солдатом 7-й штурмовой бригады. Он охранял, была такая станция Ишерская, там она, то лаборатория, в Нижней Ишере лаборатория, там, если вы помните, сейсмологическая, он охранял. И даже если посмотреть сегодня, там формулировка «убили сепаратисты», то есть абхазы. То есть его наградили героем России за то, что он охранял, как российский солдат, объект наследия Советского Союза. Это первый факт. Продолжим дальше. Хасенбеевич, мы с вами, жалко, что здесь, потому что вы боевой друг моего дядьки, как бы не хотелось бы здесь, конечно, с вами говорить, но хотелось бы задать вам такого рода вопрос. На сегодняшний день на территории Грузия, прошли выборы в 2024 году. Эти выборы ООН, Генассамблея не признала, некоторые участники этих организаций не признали. Вот сегодняшнее правительство является пророссийским, как вы считаете? Да. Да? Во-первых, относительно площадки. Меня абхазы уже давно никуда не приглашают. Я с удовольствием вас позову к себе. Просто вас не видно. Предателем, откровенно говоря. Никто вас предателем не считает, Хасенбеевич. Во-вторых, сегодняшнее, к великому моему сожалению, сегодняшнее правительство Грузии, мы со стороны видим, что оно пророссийское. То есть в Грузию начал возвращаться, к сожалению, Советский Союз. А это Россия. Нам очень жаль. Я еще больше скажу. Я бы с удовольствием сейчас уехал я сейчас в Европе, в этой спокойной, разложенной по полкам Европе. И я бы с удовольствием уехал бы в Грузию
Но для меня это просто опасно. Слишком много у вас русских. Давайте я вас... Тогда я продолжу, Тимур, если можно, пожалуйста. Нет, я абсолютно должен сказать. Несмотря на то, что я лично являюсь, не знаю, да, оппозиционно настроенным гражданином Грузии, говорить однозначно, что наше правительство прорусское, это совершенно не так. Потому что никаких договоренностей, как и не было дипломатических отношений с Россией, так и нет до сих пор. Грузия может Так что быть это миф. Это миф. Если бы я был бы проправительственным, если бы я был проправительственным, конечно, я бы защищал бы это правительство с ног до головы. Но нет, я оппозиционно настроенный, но говорить про наше правительство, что оно прорусское, это неправда. Можно все-таки продолжить, если я продолжу. Хасанбеевич, то есть с вашей точки зрения вы сейчас выражали свое мнение, что абхазам лучше быть грузином. Я рассматриваю это так, какая разница... Подожди. Это уже провокация. Не-не-не, вы сами это сказали, что с грузинской государственностью в Абхазии будет лучше. Я сказал, что Абхазии надо договариваться с Грузией, а в каких формах договариваться, это уже... Я правильно понял, вы просто не дали досказать. Вы сказали, что абхазы растворятся в армянском обществе, в русском обществе, а в грузинском не растворятся, по-вашему. Это ваше субъективное мнение. Вы сказали, лучше договариваться. То есть современная Грузия, его правительство является пророссийским. Вы сейчас обвиняли нашего президента Бадру Гумба в марионетстве, в чем угодно вы его сейчас назвали, да? Но все-таки там тоже пророссийское правительство, и мы, получается, то есть должны от одного к тому же прийти, получается. Так, по вашему мнению? Нет. Ну тогда, получается, это утопия, Хасанбеевич. Я могу ответить на вопрос? Да, я слушаю, да. Сейчас... По моему мнению, по моей информации, как я вижу, Россия плотно сидит в Грузии ровно так же, как и в Абхазии. Я говорю о том периоде, когда эпоха Российской империи пройдет, если с вами не будет русских, если вот этой нации, вот этой империи, которая всю жизнь травила нас друг на друга, вот эта старая схема «разделяй и властвуй», она была актуальна всегда и актуальна по сегодняшний день. Когда мы все кавказские народы без этого старшего брата, без этого посредника начнем между собой нормально разговаривать, мы прекрасно договоримся и решим все проблемы. Ваша проблема сейчас, почему вы не можете договориться с грузинами, заключается именно в том, что вы в теплых объятиях Российской империи. Это погибель как для вас, как для нас, так и для Грузии. Хасанбеевич, я могу парировать ваши слова? Конечно. Имею? Да, ну я вам так, тогда я вам так отвечу, не выбираю ничью сторону. Вы обвинили, что у нас в Атханале, но я вам скажу одно. Выгодно, сильная экономическая Абхазия на этой планете никому не нужна, кроме самих абхазов. И среди нашего общества тоже есть такие, наверное, есть, которым она тоже не нужна. Ни России сильная Абхазия не нужна, ни Грузии не нужна сильная Абхазия. И я не поверю, что грузины захотят сильную Абхазию или Россия захочет. Все хотят нам принести рыбу. Ну, удочку дать нам никто не хочет. Объясню своими словами, фактами. Прошло 33 года после известных военных действий, да? Где вы, кстати, вышли победителем. Это будет потом последний вопрос, кстати. Абхазия, Грузия могла бы подписать договор, не устраивать нам экономические блокады, дать нам возможность развиваться, чтобы мы не там рыбу просили, а сами рыбу добывали. Но Грузия всеми возможными путями, вы прекрасно знаете, закон об оккупированных территориях, экономической деятельности. И в любом проявлении, когда Абхазия пытается проявить себя, выйти даже на международной арене в спортивной форме абхазской выступить, Грузия блокирует. Это ли есть, вот к ним мне надо пойти за помощью? Это элементарная государственность. Хасанбеевич, подожди, ну не лезь, я же не с тобой. Ты то, что говоришь, хоть если мы будем это допускать, это будет признанием Абхазии. Я отвечу на этот вопрос. Я отвечу на этот вопрос. Ну, что касается санкций, это обычная государственная практика во всем мире. Потому что Грузия тоже общество неоднородное, разные политические течения, партии, взгляды. Поэтому это Грузия не придумала, это во всем мире.
Но я вам другое скажу, уважаемые абхазы. Вам не нужно признание Абхазии. Если Грузия признает Абхазию, Абхазию признает весь мир. Других проблем ни с кем не будет. Если весь мир признает Абхазию, первым требованием к Абхазии будет привести в соответствие с демократическими нормами Конституцию Абхазии. А в Конституции Абхазии есть пункт, что президентом Абхазии может быть только этнический абхаз. Если вы приведете в соответствие с демократическими нормами свою Конституцию по требованию мирового сообщества, то президентом Абхазии может быть любой гражданин Абхазии. Ну, можно сделать 5-летний ценз и знание абхазского языка. Если вы введете эту поправку в свою Конституцию, вы никогда выборы уже не выиграете. Будет кто-нибудь не абхаз, родившийся в Абхазии и владеющий абхазским языком. И никогда вы в Абхазии власть уже не получите. Вы это прекрасно понимаете. Поэтому вам не нужно признание мирового сообщества. Хасанбеевич, секундочку, я извиняюсь. Назовите мне, пожалуйста, прецедент на Кавказе, чтобы... Я договорю. Вам сейчас вот эта неразбериха, которая творится в Абхазии, больше устраивает. Потому что воруют все, начиная от президента, заканчивая охранником. Не воруют только те, у кого нету такой возможности. Сколько денег в виде какой-то там помощи было за все эти годы предоставлены в Абхазию. Вот это Науру, помните, которая она, в общем, признала, которое мы услышали тогда, когда она признала Абхазию. Что это было такое? Это был инструмент воровства. Может забыть, она отозвала. Это был инструмент, да, они ее использовали, и все. Это был инструмент воровства. То есть деньги ворованные, деньги обычно проходили через их банки. Это остров, где есть пляж и банк, и больше ничего нету. Хасанбеевич, я могу парировать, Хасанбеевич? Мне кажется, вашему оппоненту как раз и надо то, о чем вы говорили, чтобы не абхазец стал президентом Абхазии, потому что он сам не является абхазцем и на президентское кресло. Я Конечно, так думаю. Мне это выгодно. Хасанбеевич, назовите мне, пожалуйста, прецедент в любой Кавказской республике, пусть будет на территории Российской Федерации или на территории Грузии, Армении или Азербайджана, чтобы не было этнической национальности той страны, как она называется. Можете назвать? Даже в этих странах нет этого закона. Есть? Ну, в Аргентине два слова. Я сказал на Кавказе, Хасанбеевич. Слушай, а на Кавказе ты что, видел нормальное государство? Ну, понятно. Хасанбеевич, еще один вопрос меня интересующий. Скажите, пожалуйста, вы не отошли от своих обычаев, от датов и традиций? Ну, к сожалению, живя в Европе. Частично отошли, но стараемся. Ну, морально-этическая кавказская вас осталась? Надеюсь. В современная Грузия, в вашем понятии, морально-этическая кавказского общества соответствует? Вполне. Современному этническому соответствует. Я неоднократно был в Грузии. Ну, мне кажется, что вы Картвела никогда в глаза не видели, Хасанбеевич. Это вам кажется. Включи камеру, можно перекреститься. Я понял. Когда еще кажется, надо перекреститься. Хасанбеевич, я все прекрасно понял. Еще скажите, пожалуйста, вы гордитесь тем, что вы победитель? Конечно. Горжусь тем, что я герой. Все, ассаламу алейкум. Хасанбеевич, больше вопросов к вам не имею. Если вас Абхазы не приглашают, мы вас пригласим. С удовольствием побеседуем. Вы ответили все честно, как можете. Опять грузины вас приглашают, Хасанбеевич. Где грузины все мигрелы сидят? Слушай, и Хасанбеевич, тебя мигрелы оккупировали. Здесь абхазов даже нету, я тебя удивить хочу. Тебя дурят, Хасанбеевич, это мигрелы, не грузины. Подожди, ты что, меня считаешь мальчиком? Я здесь разговариваю сегодня с мингрелами. Потому что с ними можно разговаривать, а с вами невозможно почему-то. К сожалению, так. Правильно, Хасан. Мигрелы, они такие гибкие, с ними. Ну, молодцы, правильно. Здравствуйте, Ибрагим, мы с вами знакомы, мы с вами знакомы, мы с вами разговаривали, вы помните, наверное. Да.
Я бы хотела тут сказать, что вот тут упоминают и часто говорят, что на сегодняшний день грузинская сторона и абхазская сторона. Просто хочу исправить, что в дипломатии и на международном уровне, если переговоры, никакая грузинская сторона, никакая абхазская сторона не существует. После 2008 года существует только грузинская и российская сторона. Эти переговоры ведутся так. Так что у многих есть тут иллюзии, что переговоры ведут, например, насчет признания или, не имеет значения на кое-какие темы, Абхазия и абхазы и грузины. Но нет, вы, наверное, лучше меня знаете, что абхазам там даже слова не дают. Может, вам поверят, потому что часто мне не верят. Да, это именно так. Россия. Если бы там была бы абхазская и грузинская сторона, мы бы без проблем договорились бы. Но пока там будет русская сторона, шансов договориться нету. Потому что сняли, полностью сняли абхазов, даже у них нету никакого там статуса, что они охранники, я не знаю, где официанты, или почему они вообще там сидят. Потому что нету абхазской стороны. Так что, дорогие абхазы, когда вы говорите, что мы с вами должны договориться, это исключено, потому что за вас говорит Россия всегда. А с русскими договориться, с грузинами, уважаемый Ибрагим считает, что пророссийские власти, я бы сказала, я тоже оппозиционно настроенная, я не очень любливаю кое-каких во власти, но недавно, например, шли американские и грузинские учения. И учения это «Синие кепи» называется. Это не Альфа, которые зашли, например, в Венесуэлу, но такая, серьезный спецраз. Неделю-два назад проходили у нас эти учения. Так что я это хотела сказать, что сегодня... Это мое мнение такое. Да. Вы имеете право. Я не претендую на истину. Да, вы имеете полное право. И то, что я хотела сейчас сказать, было все это, что когда упомянут и говорят, что сегодня существует грузинская и абхазская сторона, нет, мои дорогие, сегодня существует грузинская и российская сторона, к сожалению, абхазов. Согласен. Спасибо, Ибрагим, спасибо. Иракли, мадлоба диди. До свидания, Ибрагим. Приятно было пообщаться. Надеюсь, мы еще встретимся в эфирах. Еще лучше будет, если в жизни встретимся. Да. Счастливо. В принципе, мы закончили, наверное. Если вы еще хотите от себя что-то добавить. Да, я одно слово скажу в заключение. Я считаю, что эта война была испытанием для всех северокавказских народов. И мы на фоне того, что происходило в Чечне, на фоне того, что происходит в Украине, на фоне войны, которую постоянно ведет Российская империя по всему миру, это испытания прошли довольно-таки достойно. Мы, как я уже говорил, у нас нет расследованных военных преступлений, только миф об этих преступлениях. Мы друг к другу даже во время войны относились с уважением. И сейчас для нас крайне важно пройти этот период, перевернуть эту страницу, с чистого листа начать договариваться. К сожалению, пока Российская империя присутствует в Абхазии, там это невозможно. Но я уверен, как только эпоха русских пройдет, и мы избавимся от этой империи, ситуация там в корне поменяется, появятся большие перспективы по вопросам договориться именно по этой проблеме. Вы должны сами договариваться, как я уже говорил, а мы это северокавказские народы. Я очень надеюсь, я сейчас работаю над этим, я хочу свою оставшуюся жизнь посвятить этому вопросу, чтобы отделиться от России всем Кавказом, создать конфедерацию кавказских народов, равноправную. Для нас крайне важно, чтобы каждая национальность, каждая
сейчас республика обрела себя, свою территорию, независимость, государственность, даже необходим какой-нибудь период для небольшого экономического развития, а после этого я надеюсь, что северокавказские народы придут к какой-то равноправной конфедерации, и Северный Кавказ станет государством. По крайней мере, мы об этом мечтаем, мы над этим работаем. Поэтому мне было очень интересно. Я с удовольствием, если еще пригласите, приду к вам и к абхазам тоже. Поэтому, думаю, до новых встреч. Благодарю. Я вас с удовольствием приглашу еще раз, и я бы с удовольствием с вами обсудил бы тему об идентичности этноса, о сохранении языка. Я знаю, вы хорошо в этих вопросах разбираетесь. И как-нибудь, если вы не против, договоримся и поговорим. Не против. Постараюсь. Всего вам доброго. Большое вам спасибо за сегодняшний эфир. Вы дали исчерпывающие вопросы, ответы на все вопросы. И я вам за это очень благодарен. Очень приятно было с вами вести этот стрим. Счастливо.